Где не считают, платят больше. Это правило Абдурахман Весиев усвоил давно. Свести к минимуму расходы за коммунальные услуги помогают приборы учета. Это единственный способ без споров сэкономить деньги. И при этом самому подсчитать, сколько надо заплатить за коммуналку. Иногда бывает, что воды нет, а тем не менее приходится по нормативу платить. Если стоят приборы учета, то тут все предельно ясно. По прибору учета, сколько там накрутило, столько заплатил. С помощью счетчика абонент платит копейка в копейку за то, что он потребил. Формулу оплаты по счетчику поймет даже школьник. Установленный тариф, умноженный на количество потребленной услуги. И есть сумма за ЖКУ в конце месяца. В тех домах, где не установлен прибор учета, меняются повышающие коэффициенты к норме потребления. В этом году до конца, с 1 января 2015 года по 30 июня это было 10%. С 30 июня по конец года это будет 20%. В следующем году до первого полугодия 40%, а до конца года 50%. И с 2017 года это будет 50%. В случае, когда прибор учета выходит из строя, фиксируются показания счетчика, а дальше собственник платит по нормативу. Накручивать лишнего прибор учета просто не может. Согласно жилищно-коммунальному законодательству, раз в 3 месяца контролеры ресурсоснабжающей организации обязаны приходить и снимать показания. А заодно и проверять, верны ли сведения предоставлять собственник в ЕРКЦ. Прибор учета по поручению мэра города Муслима Учева, экспериментальный дом, мы начали дом по улице Интернациональной, 44. Это дом, 75-квартирный дом, и полностью установили счетчики. Те, которые уже начали платить по счетчику, очень довольны. Проблема есть у нас, не можем заставить дома, те, которые не проживают, чтобы конец месяца снять показания с счетчика. Вот это у нас проблема. Скупой платит дважды, предупреждают коммунальщики. Здесь ухищрения абонентов не пройдут. Популярные в народе магниты контролеры разоблачают без особого труда. И здесь уже штрафа не избежать. Власти предупреждают, времени на то, чтобы установить счетчики, у потребителей осталось не так много. Согласно федеральному закону об энергосбережении и повышении энергетической активности, собственники многоквартирных домов должны установить прибор учета до 1 января. Если же дома обслуживают ТСЖ или управляющая компания, то не обязаны сообщить жильцам соответствующие требования. Далее схема довольно проста. Собственник заключает договор с ресурсоснабжающей организацией. Собственники многоквартирных домов, собственники жилых помещений должны обеспечить учет потребляемых энергоресурсов, их численном значении, установкой приборов учета. Если потребитель потребляет энергетический ресурс отсутствия прибора учета, естественно, значит, ресурсоснабжающие организации делают ему начисление по нормам. Тарифы на услуги ЖКХ растут как на дрожжах, сетуют потребители. Однако этому есть объяснение. Например, тот самый повышающий коэффициент. На тарифы устанавливают согласно распоряжению правительства каждого отдельного региона. Переходной индекс вновь возрастет в Чечне с 1 июля 2016 года. А вот повышающий коэффициент на нормы потребления возрастают согласно уже постановлению правительства страны. Кстати, в сентябре этого года представители мэрии посчитали всех абонентов. И вот почему. Ведь если в квартире, например, прописано 5 человек, а живет 1, то по нормативам за ЖКУ и платят за 5. В таком случае выгодно установить прибор учета. Ведь сколько переплатил, знает лишь сам собственник. Ограничения установлены на основании распоряжения главы Чеченской Республики номер 133 РГ, в соответствии с которым максимально допустимый рост платы граждан за коммунальные услуги в 2015 году составляет 8,4%. Однако на многие коммунальные услуги рост оказался ниже. Ответом государства на вполне объяснимое возмущение граждан сегодня служат принимаемые меры. Если доля расходов на оплату коммунальных услуг превышает 22%, совокупного дохода семьи вступает в силу право на субсидию. На нее также могут претендовать ветераны, чернобыльцы, многодетные семьи и другие категории граждан. Правительство также берет на себя возмещение расходов ресурсоснабжающих организаций. Рост тарифов последних зависит от расходов на деятельность по оказанию услуг. В течение сентября месяца провели совместно с Регионгазом, представителями Чеченэнерго, совместные рейды по выявлению фактически проживающих людей. То есть там, где у нас в базе раньше был один человек, да, по адресам, теперь мы, значит, по фактическому проживанию совместно с префектурами, с территориальным образованием города Грозного провели эти рейды, и в квитанциях будет уже не 1 человек, а больше. Если индивидуальный прибор учета у потребителей встречаются нечасто, то общедомовые счетчики уже обычное явление. К слову, они решают ряд проблем. В первую очередь экономят газ, электричество и воду. Только в этом году общая экономия, например, воды составила больше 3 миллионов кубометров, а республиканский бюджет сэкономил 228 миллионов рублей. Алевтина Бонадыкова, Хаважа Мунаев, Мурат Альбукаев и Зелим Закаев. Новости.